Проект развития Джейрахско-Асинского государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника из Республики Ингушетия набрал более 65 тысяч голосов и был признан лучшим в области туризма на конкурсе в рамках Дней регионального развития пространства будущего на выставке «Россия». Как отметил глава региона Махмуд Али Калиматов, это неудивительно, ведь Джейрахско-Асинский музей-заповедник занимает целых 65 тысяч гектаров в живописном горном Джейрахском районе. Здесь насчитывается около 500 комплексов каменного зодчества, включая древние храмы, святилища и погребальные сооружения. С 28 июля по 1 августа в Магасе состоится Международный форум некоммерческих организаций «Магас-2024», сообщил глава региона Махмуд Али Калиматов в своем телеграм-канале. Глава отметил, что это одно из самых ожидаемых и перспективных мероприятий, направленных на развитие внутреннего и внешнего взаимодействия общественных организаций. Его реализация стала возможной благодаря участию в программе комплексного развития молодежи «Регион для молодых» в рамках национального проекта образования. Планируется проведение круглых столов, дискуссионных площадок, лекций, экскурсий и мастер-классов. Совет Федерации одобрил закон, распространяющий отсрочку от призыва на воинскую службу на работников прокуратуры и следственных органов. В настоящее время отсрочку от армии по этой категории могут получить служащие в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, Федеральной службе исполнения наказаний и таможенных органах России при наличии у них высшего образования. При этом отсрочка предоставляется на время службы в этих органах. Одобренный закон сформирует единый подход к работникам силовых органов. Закон вступает в силу с 1 сентября 2024 года. Совет Федерации одобрил закон, устанавливающий правовые основы для создания в России институтов социального банковского вклада и социального банковского счета. Открытие таких счетов и вкладов будет доступно в электронной форме через госуслуги и только гражданам, являющимся получателями мер социальной защиты, сведения о назначении которых размещены в госинформсистеме. Банк не будет вправе отказываться от заключения с гражданином договора социального банковского вклада в случае его соответствия необходимым требованиям. Максимальный размер денежных средств, который может быть размещен на счету по договору социального банковского вклада или счета, не может превышать 50 тысяч рублей. Счет можно будет открыть на 1 год с возможностью продления на такой же срок, если гражданин останется получателем соцподдержки. Минспорта Ингушетии подписала соглашение о сотрудничестве с Центральным спортивным советом государственной службы на Кавказском инвестиционном форуме. Целью соглашения является развитие и продвижение проектов Минспорта Ингушетии и Центрального спортивного совета государственной службы, а также проведение спортивных мероприятий, развитие международных связей в сфере спорта, обмен опытом и расширение партнерской сети. Операторы сотовой связи «Билайн» и «Мегафон» выступили за ужесточение правил пополнения баланса мобильного телефона наличными и продажи сим-карт. Ранее Минцифры выступила с предложением разрешить пополнять баланс мобильного телефона наличными только с паспортом, а сим-карты покупать только после проверки паспортных данных по базе МВД. Эту инициативу могут принять до конца весенней сессии 4 августа. За каждую проданную с нарушениями сим-карту предусмотрен штраф до 10 тысяч рублей. Депутаты Госдумы предложили ввести налоговый вычет родителям и родственникам за детские путевки в летние лагеря. Налоговые вычеты за лагеря уже существуют, но положены не всем и не во всех детских оздоровительных лагерях. И компенсации за оплату дороги туда-обратно к месту отдыха ребенка, предложенной сейчас, прежде не было. Парламентарии считают, что социальными налоговыми выплатами должны пользоваться не только мамы и папы, но и бабушки и дедушки, воспитывающие внуков, а также законные опекуны несовершеннолетних. Более 105 тысяч российских школьников воспользовались правом пересдачи единого государственного экзамена по новым правилам 4 и 5 июля, сообщил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Это составило 94% от всех заявленных на пересдачу участников и доказало осознанность их выбора, подчеркнул Музаев. Глава Рособорнадзора отметил, что наибольший процент явки по таким предметам, как информатика, профильная математика и обществознание. Кабмин России призвал существенно доработать законопроект о бесплатных нотариальных действиях в интересах детей для многодетных семей, а также о бесплатной юрпомощи для таких семей. Ранее соответствующий проект федерального закона разработал сенатор Айрат Гибаддинов. В пояснительной записке к законопроекту предлагается освободить многодетные семьи от уплаты сумм нотариальных тарифов и госпошлины по всем видам нотариальных действий, совершаемых в интересах детей. В рамках инициативы также предлагается предоставить для многодетных семей право на бесплатную юрпомощь по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов их несовершеннолетних детей.